Без инноваций в наш современный век никуда. Хорошо это понимают здесь, в стекольном цеху. В этом году производство получило глобальную перезагрузку. Виной тому новое оборудование. Среди всех причуд цеха особый восторг вызывает вот этот стол. Чудо-машина может нарезать изделия из стекла любой формы. И все сама. Человеку нужно лишь вбить нужные параметры вот в такой компьютер. И даже пыль собирается автоматически пылесосом, который установлен сверху. Изменения претерпела и линия герметизации стеклопакетов. Работники только подают стекло и принимают готовое изделие. А все остальное, в том числе прессование, установка делает сама, что напрямую влияет на качество. Вертикальная склейка дает очень хорошее качество стеклопакетов и позволяет делать стеклопакеты с высоким коэффициентом сопротивляемости. То есть очень теплые пакеты. Использовать и стекло, и наполнять их газом. При вертикальной сборке нет эффекта линзования, нет вот этого кривого зеркала эффекта. Совсем, и качество на порядок выше стало. Производительность выросла в разы. Если раньше за смену работники изготавливали до 150 стеклопакетов, то сейчас за 10 часов из-под линии выходит по 300 единиц. Машины значительно упростили рабочий процесс, признаются в цеху. Кардинально поменялось все вообще, с ручного на автоматизированное. Это намного облегчило труд, объем, качество, все увеличилось. Вообще все поменялось на 100%. Позитивные изменения стали возможны благодаря Фонду развития промышленности. Минпром Якутии предоставляет предпринимателям займ до 50 миллионов рублей для различных целей. Наш фонд предоставляет льготный займ от 1 до 3%. Мы даем время на заключение договора, приобретение продукции, доставка, логистика занимает время, наладка, монтаж оборудования. И поэтому у нас есть льготный период, в данном случае до 1 года, когда проценты не платятся соответственно. Такой льготы уже воспользовались больше 2 десятков предприятий. Минпром напоминает, они всегда открыты к сотрудничеству, а обновленный цех – живой тому пример. Ржана Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Якутск.